исполнения. Сказитель исполнял героическое сказание. Уважаемые участники единого классного часа, посвященного году хакасского героического эпоса «Алф-Тарнымах», мы вас приветствуем и поздравляем с началом года эпоса в Хакасии и очень надеемся, что подготовленные лекции для вас сотрудниками Хакасского научно-исследовательского института, сотрудниками сектора фольклора, нашими учеными, которые исследуют хакасский героический эпос, для вас будут очень полезными и интересными окажутся. Мы очень надеемся, что вы откроете для себя что-то интересное, важное и познаете мир хакасского героического эпоса. Мы вас приветствуем и желаем плодотворной работы. И я хочу представить Надежду Степановну Чистобаеву, кандидата филологических наук, заведующую сектором фольклора, которая откроет лекции для вас, специально подготовленные для вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас не слышите? Слышно? Слышно, слышно. Здравствуйте, уважаемые участники единого классного часа. Мы очень рады приветствовать вас. Конечно, за такое короткое время невозможно осветить полностью, рассказать о героическом эпосе хакасов, потому что мы все знаем, насколько это фундаментальное, да, насколько это объемное и очень интересное и сложный жанр. Поэтому позвольте приступить к своей лекции. Лекция будет, конечно же, из-за ограничений времени краткой, но я постараюсь осветить, рассказать, что такое Алф-Тарнымах для хакасского народа, что такое, конечно же, коснуться этнопоэтических констант, то есть из чего состоит Алф-Тарнымах, что мы изучаем, что является нашей темой исследования. Вот вкратце я бы хотела осветить сегодня такие вопросы. Позвольте начать. Алф-Тарнымах – величайший памятник духовной культуры хакасов. Он является вершинным достижением устного поэтического творчества хакасского народа. Отражая многовековую историю древних хакасов, героические сказания представляют собой энциклопедию жизни, борьбы, поэтического творчества. Героические сказания – подлинно национальное достояние и предмет законной гордости хакасского народа, который их некогда создал, сохранил на протяжении столетий. Столетиями героические сказания передавались из поколения в поколение устным путем, хранились и воспроизводились по памяти. В хакасской народной терминологии сказки и сказания именуются одним понятием нумах, но героические сказания имеют уточняющее определение «героические» или повествующие о воинских подвигах богатырей. Классической формой исполнения эпоса является хай, горловое пение, в сочетании с речитативной декламацией от начала и до конца под аккомпанемент музыкальных инструментов хомуса или чатхана. Всегда Алф-Тарнымах принадлежал сравнительно небольшому кругу избранных знатоков и специалистов. Создателями, хранителями героических сказаний являются сказители-импровизаторы. Искусство сказительства своими корнями уходит в глубокую древность. Специфика устно-поэтического творчества такова, что любое произведение фольклора, созданное в начале мастером слова, в дальнейшем обрабатывается. И таким образом эпические сюжеты, передающиеся из поколения в поколение, обогащаясь и совершенствуясь сказителями, становятся впоследствии традиционными. Эти веками оттачивавшиеся фразы позволяют поэтическими средствами сразу же ввести слушателя в поэтический мир эпоса. В героических сказаниях звучит лейтмотив извечной борьбы добра и зла, который увенчивается победой светлого, жизнеутверждающего начала, олицетворением которого является богатырь или богатырка.
Сказания воплощают в героях моральные идеалы, этические нормы, возвеличивают лучшие качества, свойственные людям, такие как сметливость ума, чувство справедливости, добра и умение преодолевать трудности, невероятная физическая сила. Важную роль в собирании устного народно-поэтического творчества хакасов сыграли научные экспедиции. Дореволюционный период хакасской фольклористики связан с именами ранних исследователей истории, этнографии хакасов, которые оставили сведения по хакасскому фольклору. В этот период была создана богатая источниковая база, заложена основа для создания хакасской фольклористики. С 1930-х годов советского периода до 1992 года период зарождения хакасской фольклористики как отдельного направления научной деятельности в автономной области. В 1944 году был создан Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. И уже в 1945 году была организована первая комплексная экспедиция по фольклору и языку. И начиная с первой диалектологической экспедиции и затем уже в последующие годы экспедиции приняли комплексный характер. Сотрудниками института был собран огромный фонд фольклорных текстов. Это героические сказания, сказки, мифы, легенды, предания, пословицы, поговорки, загадки, записи живой речи диалектов. Собирательской деятельностью занимались научные сотрудники, писатели, журналисты, педагоги, студенты. В рукописном фонде Хакнияли хранятся уникальные материалы комплексных экспедиций, которые насчитывают сотни томов. Благодаря комплексным экспедициям, я сказала, более 200 неизданных героических сказаний, да, не считая подсказок. И вот особо хотелось бы остановиться, что в то время, да, собиратели, приезжая в экспедиции, они все это записывали на бумагу. У нас в рукописном фонде содержатся рукописи, которые даже есть просто простым карандашом, вот можно на экране посмотреть. И если сейчас, вот в настоящее время мы обладаем современными различными гаджетами, да, то есть можно записать без проблем и несколько часов, то раньше собиратели все это делали вручную, они записывали, и на это уходило, конечно же, не уходил не один день, 2-3 дня, в зависимости еще от самочувствия самого сказителя, от условий, в которых они были, да, то есть и это видно, насколько эта работа была сложная. Поэтому, конечно же, нам, молодым исследователям, которые не застали живую такую эпическую традицию, да, мы, конечно же, с большой благодарностью и с большим уважением относимся к тем собирателям, к нашим коллегам, которые сумели записать и сохранить рукописи в таком идеальном состоянии. Я имею в виду, это у каждого свой почерк, да, и мы видим вот на экране презентации видно рукописи, они тоже вот записаны на желтой бумаге. Иногда бывает, что уже листы пожелтели, и это все сложно, но все-таки мы очень благодарны за то, что собрали такой уникальный, бесценный фонд, который хранится у нас в рукописном фонде. И, конечно же, большая заслуга в изучении хакасского фольклора как собирателя, как исследователя принадлежит Валентине Евгеньевне Нагашевой. Валентина Евгеньевна является первым дипломированным фольклористом Хакасии и одним из основоположников хакасской фольклористики. Наряду с Марией Андреевной Унгвицкой, Василием Ивановичем Доможаковым, Николаем Георгиевичем Доможаковым. В основе исследований лежит собранный ею огромнейший материал по героическому эпосу. Ее научные труды посвящены сказителям и бытованию героических сказаний, где она, опираясь на свои наблюдения во время записи фольклорных материалов, говорит о роли их в жизни народа. Она сама совершала многочисленные одиночные выезды в населенные пункты Хакасии для сбора фольклора и лично записала 31 героический эпос среднего и большого объема. Также Валентина Евгеньевна опубликованы героические сказания уже в академических сериях, да, известные всем, это Алтынаров и Айхужин в сериях «Эпос народов СССР» и «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Поэтому, конечно же, Валентина Евгеньевна и Ольга Васильевна Субракова,
Татьяна Григорьевна Точеева и многие другие, они, общаясь со сказителями, они лучше понимали и описывали, что такое сказительство. А мы, работая уже с самими текстами, мы выявляем именно особенности сказителя, да, выявляем репертуар. И, конечно, тут хотелось бы сказать, что хакасское традиционное вокальное искусство состоит из трех главнейших взаимосвязанных компонентов. Это вот чадхан, хай и героическое сказание, то есть без которых не может формироваться сказитель. Хранителями, носителями являются хайджи намахчи. Исказитель должен в полной мере овладеть художественной системой эпоса, чтобы воспроизведение сказания приобрело цельный завершенный характер. Традиционной формой исполнения эпоса является хай, горловое пение в сопровождении музыкального инструмента чадхана. Сказители всегда пользовались большим авторитетом как хранители народной памяти, традиции и нравственности. Я вам сразу скажу, это выдуманно, если Каждого сказителя индивидуально и обусловлены как местными традициями, так и талантом исполнителя. От эпического певца требовалось не просто умение воспроизвести поэтический текст, но и исполнить героические сказания, в котором сливались словесное, песенное и музыкальное. То есть, если современным языком сказать, то есть, представляете, это все нужно сделать единовременно, одноразово. И это же поток речи, это очень сложный процесс и очень долгий. Однако не всякий хайджи может быть сказителем, а только тот, кто обладает и даром хая, и искусством сказывать. Считалось, что умение петь горлом дарует хай-эзы. Исполнение героических сказаний окружено множеством обычаев, предписаний. Его назначение было не только в удовлетворении духовных потребностей людей, он играл также роль магических действий, таких как ограждение людей от злых духов, усложнение духа тайги в целях успешного промысла охотников, и много других. Чаще всего исполнение приурочивалось к вечерним и ночным часам в кругу собравшихся в доме слушателей. Исполнялись в тайге, на отдыхе охотников у костра, а также в семьях, где готовились к похоронам усопшего и в поминальные ночи. И вот сейчас я предлагаю послушать отрывок из героического сказания Ахан Напшех Бурнакова Апаниса. 3 минуты. Послушаем. Как? Улугаваз бурчатқан Ахан Напшех гэж шахтаа өдөр. Яа дидэр балам эрхэм дидэр Азрабазда дидэр азран балам имсбазда дидэр имскэн балам дан дидэр. Алтан улас свэг аргамж ахир фазар гулга туттур бодыр. Я балам эрхэм дидэр ахшаасан уфтазында дидэр шэрвэ гадүсгэн жизова бар дидэр. Жизованың түйсінге тіпші қанжала бар дидэр ахшааза дүл дүшкэн агоймал дишэ бал. Қара көрбин дастарзың дидэр ахмалдың арасында ақтан улас аргам жеңге. Хайдың малдың мойныңа кірер дидір, ол мал дағалардың дидір. Менжен адың өне ол болар дидірсің. Ағара көріп тастабасың дидір. Елі басты түпші қара көріп тастасың дидір, олған малға кірер дидір. Сенің қадар жүрден, қады жүрін малың ол болбас дидір. Ан естіп алды, азайлық жаспал алтынырға алтын құлас. Сібіл арғымын алған ақтебедің ұзғаш жүрміз еуді. Сынафта еді бар қоршатса, Ақшазының мұфтасында чизуа болжың мұсқын мұфтыр, ақу жағасының мұфтасында. Қанжалы бар шөкшетқан ағой малды чизуаның дөзінге жетірі сүріп алып, бір жерді бұқты ал. Қара көрбен амгел тастап отыр. Я дейдір, ақтаны мен жаңа адым болды дейдір, дас мойныңа дейдір, астычы сарылғайзың жібі арғам жым дейдір. Ақтаны білмес дейдір, адым болған бұл дейдір, қақты жазы барғайзың түкел тастап зебірді.
я отрывок из героического сказания «Ахам Апшех» в исполнении Апаниса Бурнакова. То есть вот это классическое исполнение, да. Значительную роль в формировании сказителя играла семейная традиция. Передача исполнительского искусства от старших к младшим была одной из распространенных форм сохранения, продолжения и развития фольклорного творчества. Но в Хакасии мы все знаем уже, и много статей написано, да, о роде Кадышевых, Курбежековых, Созыевых и многих других, где именно сказительская традиция, она вот переходила из поколения в поколение и передавались, вот репертуар передавался. Хотела бы вот привести такой пример. В 1974 году Алексея Ильича Янгова пригласили в научно-исследовательский институт для записи героического сказания «Богатырь Хантола» и «Богатырь Ханмирган». И когда я говорила, что бывают записи, да, и вот здесь я хотела как раз осветить такой момент. В рукописи мне попалась заметка. И в анкете собирателя дана следующая справка о записи данного героического сказания. Записывалась в помещении научно-исследовательского института. И вот, видимо, непривычная обстановка, городской шум утомляли сказителя, поэтому имеются пропуски в тексте. В ходе беседы собиратель призналась Алексею Ивановичу в том, что вообще впервые записывает текст героического сказания, и тем более на кызыльском диалекте хакасского языка. И, видимо, стараясь облегчить работу для собирателя, сказитель многие слова произносил на литературном хакасском языке. И вот этот вот очевидный факт для сказителей, конечно же, появление заезжих просвещенных собирателей, да, всегда являлось неожиданностью, обремененной повседневными занятиями, которыми нередко прибавлялись еще какие-нибудь обстоятельства. Носители традиции должны были отрываться от дел и переступать через обстоятельства ради того, чтобы уделить время общению с собирателем. Сказителю приходилось готовиться к пению и, может быть, что-то даже проговаривать про себя, репетировать втайне от собирателя. Начав исполнять героическое сказание, он более всего опасался помех с чьей-либо стороны, так как традиция требовала непрерывного, безостановочного исполнения. Сказитель исполняет героическое сказание в сопровождении музыкального инструмента с привычной для себя скоростью. Между тем собиратель, не владеющий техникой ручной записи, не поспевал записывать, сбивался сам и сбивал сказителя, принуждал его диктовать текст, чему тот не был обучен. И диктовка текста раздражала и утомляла сказителя, вынуждала его комкать текст и даже что-то опускать. И записывая бесконечный текст, собиратель, в свою очередь, изматывался и допускал ошибки и описки. Все это в конечном итоге приводило к объединению текста. И как правило, если читаешь такие тексты, они, как правило, и по объему меньше. То есть, конечно же, какие-то блоки вообще опущены. Но это понятно, это для сказителя не его родная среда. И, конечно, в таких условиях они теряются. И все еще зависит много от собирателя. И вот теперь я бы хотела рассказать, как строится Алып-Тагнамах. Для героического эпоса характерен определенный, сравнительно ограниченный, поддающийся учету и обозрению сюжетный фонд, включающий известный набор тем и мотивов. Тематическая классификация эпоса не всегда может быть четкой и обозначенной. Основными темами являются борьба героя с чудовищем, героическое сватовство, семья и родственные отношения, борьба с набегами. Конечно же, перечисленное выше не исчерпывает всего тематического богатства произведений хакасского героического эпоса. В композиционном отношении хакасский героический эпос представляет собой поэтические произведения от 4, 6 и более тысяч стихотворных строк. У эпоса есть свои законы и требования, поэтому в сказаниях налицо очередность передачи событий, связанных с экспозицией, развитием действия, кульминацией и развязкой. Сюжет сказаний составляет выстроенные в единую цепь основные традиционные эпические мотивы. В эпосе Хакаса выделяются 3 сюжетно-повествовательных типа. Это сказания о героях одного поколения, сказания о героях 2 поколений, сказания о героях 3 поколений.
Композиция хакасских героических сказаний состоит из экспозиции, включающей описание времени первотворения, владений богатыря, богатства, а также место действия. Завязки, где называется причина выезда богатыря из родного стойбища, развитие действия, где повествуется о подвигах героя, преодолении им препятствий, дальней поездке богатыря за невестой, приезд на родину хана тестя. Кульминация, где идет описание главной богатырской борьбы или состязания. Создание произведения героического эпоса и его исполнение всегда происходит в русле существующей эпической традиции. И важными составляющими устойчивости традиции являются поэтические описания. Если представить схематически внутреннюю связь структурных элементов эпоса, то возникает картина цепной связи мотивов, один мотив следует за другим. Например, так за мотивом первотворения следует мотив появления главного героя. Узнаете, да, Алктурнумов? Появление главного героя всегда связывается с чудесным рождением, что в свою очередь подтверждает последующее наречение богатыря и, как следствие, быстрый рост, возмужание, мера взрослости главного героя. Да. Характеризуя эпический мир, большей частью используются развернутые общие места. Установлен нами развернутый зачин, состоящий, вот здесь я хочу сказать, я изучала и моим исследованием именно репертуар Семена Прокопьевича Кадышева. И для анализа было взято 5 героических сказаний, и я, конечно, была поражена тем, что один развернутый зачин, он состоял из 7-8 стихотворных строк. И самый короткий – это 10 стихотворных строк. Но надо сказать, что это не все сказания, я сказала, что только всего лишь 5, поэтому у других сказителей может быть даже и больше. У Семена Прокопьевича Кадышева в его зачинах прослеживается стремление к описаниям природы. Очень поэтические, красочные описания. То есть если почитать, просто понимаешь, насколько он любит свою родину, насколько он любит природу. И также можно отметить, что в описаниях зачина он часто использует развернутые подлежащие. Ну, например, вершины земли белые тасхылы выросшие стоят, вершины гор синие тасхылы выросшие стоят, вершины гор камнистый хребет выросший стоит. А у сказителя Апаниса Бурнакова имеется индивидуальное словосочетание, которое объясняет появление солнца и воды. У Степана Созыева сначала говорится сотворение черной земли, потом встречается верхушка дерева, белый тополь. У Алексея Янголова встречается такое устойчивое словосочетание «быстротекущие реки». И там, конечно, еще есть такое словосочетание, да, «Тонсин родиться время было». Но здесь, конечно, мы думаем, что у нас вызывает некоторое сомнение. Что касается вот мотивировки выезда богатыря из дома, это является значимым для эпических сюжетов и определяющим последующие подвиги богатыря. Мотивировка выезда богатыря из дома на осмотр владений показывает, что обязательным является включение в него это примерка и описание одежды, то есть тем самым происходит нанизывание, причем это включение дается всегда в кратком изложении по сравнению со сбором на войну. Мотивировка выезда богатыря из дома на осмотр владений становится развернутым за счет включения описания юного возраста богатыря. У сказителя Петра Васильевича Курбежекова данное описание содержит в себе текст благопожелания. Выезд богатыря на охоту показал, что сказители большей частью описывают сам процесс охоты. Это, конечно же, по объему занимает меньше, чем описание поединка, но тем не менее включает очень емких, таких ярких 3 и более блоков, да, скажем так. И сам процесс охоты Семена Прокопьевича Кадышева, Жилаева, Бурнакова, Доброва и других. Реже желание богатыря пойти на охоту. В сказаниях сохранилось богатство Сейчас кто-то смеется. Художественный язык связан
с живым языком творцов и носителей героического эпоса. Язык хакасского фольклора отличается не единственное, но его Так, все, плюсики больше не ставлю. Поэтический язык греческих сказаний представляет собой достаточно развитую систему речевых средств, передающих с помощью различных стилистических построений все разнообразие содержания эпоса. В нем представлены в основном различные виды простых и сложных предложений. Описания перемежаются прямой речью и диалогами персонажей. Чаще используются сравнения, эпитеты, в том числе постоянные и метафорические. В эпической речи порядок расположения членов предложения более свободный. Эпос хакасов вобрал в себя многие другие жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки, благопожелания, заклинания, тахпахи. В героических сказаниях встречаются архаизмы, заимствования как следствие языковых контактов и, конечно, разговорная лексика, так как эпические сказания являются подлинным жанром устного народно-поэтического творчества. Ну вот если вкратце, то так звучит моя лекция. Я благодарю всех участников за внимание и хочу передать слово своим коллегам, Чаптыковой, старшему научному сотруднику сектора фольклора, кандидату филологических наук, Чаптыковой и Юлии Иннокентьевне. Спасибо. Все, пускай слушают тебя. Ну, давайте после. А здесь мы не сможем подключить. Появлению в хакасском эпосе персонажей, способных к повседневному переходу из человеческого мира в мир природы и наоборот, способностью к трансформации, оборотничеству. Мир превращения относится к сюжетообразующим мотивам. Томашевский выделял следующие мотивировок композиционных не в системе. и художественных. В якутском эпосоведении данное разделение была написана работа Илларионовой. Коломакина предлагает композиционно обусловленные и художественно обусловленные значения. В данной работе мы будем классификацию. Особенностью художественно обусловленных мотивов является то, что превращение вносит такой смысл. Точно? Художественно обусловленные мотивы превращения часто Юлия Степановна ведет свой пароль в блоге. в разработке символики образа. Учебники? Да. Возьмите быстро только. Он должен возвращаться в мелкий предмет берет с собой. Сначала рассмотрим художественно обусловленный мотив превращения. После долгих возвращается домой камень. Героя эпоса разум превратился. Весь мотив превращения является художественно обусловленным. Новый важный смысл в содержании эпоса. Художественно обусловленный скорее и на сказание Албынджи Нет, вот это почта, это моя почта, а это почту сюда вы вводили, когда регистрировались? Наверное. Вот точно. Так, теперь смотрим. Английский. необходимо защитник Маленький. Так. выбрано мотивом превращения в камень. У Сейчас рассмотрим вас установленный
Возвращение, когда необходимо быстрое перемещение в субъективном виде. Когда Албынь Что делаете-то? движение моего волшебного Куда вы? обернувшись Ну, дверь закройте. Так, вот это пароль, да? необходимость преодоления огромных расстояний встает перед героем героического Вот это еще делать. Скобку делать? Да? П. Так, И. Большая. Ага. С маленькая. И. преодоления Большая. и перед Один. А большая. А маленькая. Б большая. И один. конем Что, не надо ничего закрывать? Не надо. Так. возможно при помощи волшебного перемещения. Они превратятся Все, теперь вы зашли. Теперь мы делаем войти. Так, теперь идентификатор у меня. Я себе не закрываю. Вот у вас Юля Топоева вышла, а до этого было, не было. Да? Но. с целью догнать Ханмиргена. Чтобы я закрывала, я никуда не. Также в сказании Алтан Сабах на светло-сером коне, записанного от сказителя Камота Абастаева, когда на владении героя Снежана Мальцева, отключите звук, вас очень хорошо слышно. Вы нам мешаете слушать. Да, просим вас отключить микрофоны свои. Я просто не говорю вам. Так, сейчас продолжаем. нападает богатырь из подземного мира, брат с сестрой решили самостоятельно справиться с врагом, но старшая сестра, превратившись в пеструю кукушку, облетает поле боя. Увидев, что требуется помощь, пускает в ход свое шестикрылое оружие. Следует отметить, что в данном фрагменте текста Алтын Сабах с одной стороны не показывает родным, что она им помогает, чтобы те почувствовали свою самостоятельность и силу. С другой стороны, Алтын Сабах маскируется, чтобы противники не заметили ее. Мотив превращения помогает преодолеть врага. В героическом сказании Харахсхун присутствуют композиционно обусловленные мотивы превращения, где главный актор превращает зависимого в мелкий незначительный предмет, который берет с собой, при этом сам не меняет облик. Так, например, когда богатырь выигрывает состязание и невеста соглашается выйти за него замуж, в чувстве невесты проходит девичья свадьба, после которой главный герой превращает невесту в золотой перстень и отправляется домой. И здесь вновь сказителем вводится мотив превращения невесты в золотой перстень. По сути, ее временное отсутствие во время поездки главного героя домой. Сейчас рассмотрим связанные превращения неравноправных акторов. К композиционно обусловленным мотивам относятся связанные превращения неравноправных акторов. Обычно главный герой, активный актор, обладает волшебной способностью. Он изменяет сначала зависимого героя в помощника, потом себя. Проследим на примере хакасского героического эпоса Албынджи, когда главный герой с братом отправляются на состязания, организованные отцом невесты для определения будущего жениха. Албынджи превратил брата Тюнхара в одноглазого пастуха, сам обернулся слепым пастушком. Вороного коня превратил в паршивого жеребенка. При этих метаморфозах соблюдается последовательность. Превращение героя-помощника зависит от действий главного героя. Обычно превращение зависимого актора предшествует изменениям главного актора. При этом герой-помощник не может самостоятельно принять исходный облик. Превращение в плешивых пастухов восходит как художественный прием в тюркской эпической традиции. В сказаниях богатырь переодевается, превращается обычно в Тастаракая, чтобы скрыть свой настоящий облик, что неожиданно предстать перед своими врагами. Албынджи вместе со своим братом
Кюнхара на состязании, связанные со сватовством дочери Алтынхана, появляются, превратившись в плешивых пастухов. Целью Албынджи было сосватать дочь Алтынхана брату Кюнхара. Для этого он превратил его в одноглазого пастуха, а сам превратился в слепого. Дочь Алтынхана выбрала в женихи одноглазого. Таким образом, Албынджи добился своего. Эти превращения указывают на необходимость быть неузнанным на свадьбе, чтобы усыпить бдительность других богатырей, соперников на состязание за руку невесты, за правильный выбор невесты. Взаимодействие с противником, маскировка. Целью данных таких связанных равноправных акторов может быть необходимость превращения в другой предмет для того, чтобы обмануть противника. Такие превращения встречаются в эпосе Харахскун, записанного от Павла Таданова. Главный герой Харахскун прислушивается к совету своего коня. Хоть советы дает конь-помощник, но активные действия производит главный герой. Харахскун превратил своего коня в белую подничную траву. Сам с целью увидеть, что внутри Белого дворца превратился в комара. Но в образе комара ему не удалось найти вход вовнутрь. Потом, превратившись в дым, проник в щель двери. Осмотрев все внутри, узнает, как лучше сосватать невесту. Здесь происходят последовательные превращения этого героя, и проходит это несколько этапов. Следующий момент – это наличие двух главных акторов. Делает последовательность трансформации сходными с субъектно-субъектными превращениями. В связанных превращениях наблюдается зависимость трансформации одного актора от превращения другого. В этом же примере такой зависимости не прослеживается, поскольку оба героя имеют одинаковые условия и действуют самостоятельно. Так, в героическом эпосе Албынджи представительницы Нижнего мира Очесара и Харанинджи с целью захвата волшебных предметов главного героя превратились в родственницу и служанку богатыря. Обманув жену Албынджи, забрали белый посох и золотой мячик. Чтобы отомстить главному герою, Харанинджи, превратившись в пеструю змею, убивает Килинара, жену Албынджи. После своих злодеяний Харанинджи превращается в черную лисицу, Очесара в белую. Поскольку связь между трансформациями героев отсутствует, каждый из них действует самостоятельно. Все это говорит о том, что данные превращения не являются связанными. Таким образом, героический эпос адаптирует мифологические по происхождению мотивы превращения для исполнения композиционно обусловленных и художественно обусловленных функций. Художественные функции могут использоваться, например, для характеристики персонажа. Плотай превращается в камень, наказание за проступки. Композиционные функции мотивов превращения служат цели построения сюжета. В частности, для дальних перемещений богатыря усыпить бдительность соперника, также быть неузнанным. Дорогие участники единого классного часа, надеюсь, вам понравилось. Дальше свою лекцию представит старший научный сотрудник сектора фольклора Шулбаева Наталья Владимировна. Уважаемые участники, вы можете в конце наших лекций задать свои вопросы. Мы с радостью ответим на ваши интересующиеся вопросы. Греческий эпос занимает центральную позицию в творчестве хакасского народа, удивляет разнообразием сюжетов, мотивов, персонажей, имеющих мифологическую основу.
Тема изучения мифологических персонажей и традиций представляется сложной в связи с ее многогранностью и многомерностью. В настоящем докладе мы попытались выделить лишь некоторые наиболее интересные образы, встречающиеся в эпических произведениях сказителей Константина Комота, Антоновича Бастаева и Макара Константиновича Доброва. В сказаниях хакасов большой интерес представляют образы Тассказы, буквально каменный человек. О них упоминается в сказании, записанном от Константина Антоновича Бастаева «Ахан на светло-соловом коне». Главный герой, прибыв к месту состязания женихов, видит сцену борьбы и перепалки между каменным человеком Тассказы и черным богатырем Хара Алып. С наступлением дня к Белому дворцу, подойдя, вдруг увидели, с одним каменным человеком черный богатырь драться начал. Глядя на это, тот каменный человек говорит: «Ты, черный богатырь, айна помогаешь, ну а я людям, живущим под солнцем, помогаю». Из приведенного примера видно, что каменный человек позиционирует себя как помощник людей, живущих в среднем мире, а его противник, черный богатырь, выступает на стороне представителей нижнего мира. Далее каменный человек уверенно заявляет о своей победе над черным богатырем, и из дальнейшего их разговора выясняется, что черный богатырь вмешивался в дела других героев, внося раздор в отношения между ними, а каменный человек, узнав об этом, вступает с ним в бой, чтобы предотвратить дальнейшее вредительство. Интересно отметить, что в алтайском эпосе богатырь Пекую гору отцом называет, под солнцем вдоль долины стоящую гору матерью называет. Героические сказания бурят также говорят о тесной связи главного героя с окружающей его природой. Великую черную тайгу отцом, считая, родился, могучий черный кедровник матерью называя родился. Но несмотря на такое природное происхождение богатырей, они в эпосе этих народов не называются каменными людьми, горными людьми или таежными, лесными людьми. Надо полагать, что образы каменных людей в героических сказаниях хакасов, вероятно, возникли в силу мифологических представлений об окружающем мире и культа гор, бытовавших у древнего этноса. О каменных изваяниях и менгирах Винарий Алексеевич Бурнаков пишет, что согласно мифологии памятники Кюзе, это каменное изваяние, представляют застывших в камне богатырей, души которых стали или звездами на небе, или горными духами на земле. В героическом эпосе в исполнении Комота Бастаева «Старик Харахан на темном гнедом коне» интересно и необычно обрисован образ демонической девочки, которая является в сказании отрицательным персонажем. Она появилась из медного обелиска, который был установлен на крыше жилища. Когда-то об этом медном обелиске упоминал некий каменный человек. Алтын Чустюк, богатырка, воспитавшая главного героя данного сказания, из любопытства разбила обелиск, видимо, не зная о его содержимом. Таким образом, на свет появляется страшная девочка с демоническими помыслами, становящаяся угрозой для жизни всех живущих. Само ее необычное рождение носит мифологический подтекст, связанный с культом камней у хакасов. Казалось бы, чудесное появление из камня, олицетворяющего утробу, а также святыню, могло бы свидетельствовать о высоком предназначении героя, как, например, в сказании Алтынарах, где прародительница Пистунзух, богатырка Алтынарах, а также Акчебекарах рождается внутри белой скалы. Однако в эпическом повествовании «Старик Харахан на темном гнедом коне» героине движет лишь желание уничтожить, разрушить все вокруг. Землю 7 раз обойдет и под землей 7 раз пройдет, ничего и никого не оставит. Но об этой демонической девочке, как становится известно из повествования, знал Улухтас, буквально большой камень. Он сообщает, что знал о том, что это случится, и называет ее имя. Ханық тыстылик харасағысты харамахачыл хансабах, буквально с черным нутром, с черными мыслями, очень бесстрашная хансабах. Улухтас раскрывает тайну ее рождения. Оказывается, когда мать родила Хансабах, испугавшись, спрятала в медный обелиск. Таким образом, девочка была помещена в импровизированную как бы утробу, что может свидетельствовать о ее чудесном происхождении. По словам бурятской исследовательницы Натальи Никитичны Николаевой, связь с горами и камнем вообще является устойчивым признаком иного мира и всех существ, относящихся к нему. Итак, в сказании появляется отрицательный персонаж в образе маленькой демонической девочки, несущей разрушительную функцию. Победить такого врага оказывается сложной задачей, справиться с которой удается лишь измотав ее. Улухтас, имеющий 3 жизни, борется с ней 2 раза до смерти.
А на третий раз ему помогают Кюкюлей-Кюк и Качиктас. Качиктас буквально малый камень. Они действуют сообща, и после того, как хан Сабах узнает о своем происхождении, усмиряется. Таким образом, в данном эпическом повествовании против демонической девочки выступают каменные люди Качиктас и Улуктас, помогая главным героям в подавлении разрушительной силы этой девочки. В традиционном мировоззрении хакасов камень, скала часто воспринимается в качестве сакрального объекта, порождающего и хранящего жизнь. Известный ученый Леонид Романович Козласов, говоря о культе камня, отмечает, что эти образы камней восходят к древним представлениям хакасского народа о мировой горе. Следует обратиться к той форме религии, которая соотносится с особым периодом становления народного искусства. Исследователи подчеркивают, что этот период соответствует становлению мифологических представлений. В этот период культовые памятники нередко уже символизировали собой не только широко распространенную идею мирового дерева, но и идею мировой горы. Мировая гора, как известно, выступает в качестве космического образа мира, модели Вселенной, центральной мировой оси. Вместе с тем, идея мировой горы неразрывно связана с представлениями о горе, прародительнице всего сущего, о горе, хранительнице всех жизненных потенций, душ людей, животных и растений, о горе, дающей и берущей, перерабатывающей и оживляющей отмершее и так далее. В греческих сказаниях представлены и образы горных людей. Они встречаются нечасто и не влияют на ход событий. Хотя в волшебных сказках упоминания о скале или пещере с входом, о живущих внутри гор людях и похожих на людей духах обычны. Испокон веков, живя в горной стране, изобилующей отвесными скалами, пещерами, гротами, творцы хакасского фольклора, естественно, не могли не отразить столь характерные черты окружающей их природы. В греческом сказании «Старик Харахан на темном гнедом коне» в исполнении сказителя Камота Бастаева есть эпизод о мальчике, который ночью играет с горными людьми. Внутри той золотой горы такие же мне подобные два мальчика есть. Они каждый раз вечером в хазах всегда играют, и я вместе с ними. Иногда альчик бросая, на пригород поднимаемся. На основе материалов фольклорной экспедиции сотрудников Хатнияли 2016 года в Таштырский и Аскизский районы были зафиксированы мифологические рассказы, связанные с образами хозяина горы, горного человека и хозяина воды. Образ хозяина горы Тах-Эзы или горного человека Тах-Кызызы весьма распространен в хакасском фольклоре. По представлениям информантов, горные люди обликом похожи на людей. Они очень красивые, высокие, хорошо одетые мужчины и женщины. По поверьям хакасов, они, как обычные люди, имеют хозяйство, дом, посуду, занимаются разведением скота, ходят друг к другу в гости, устраивают свадьбы. По традиционным представлениям хакасов, встреча с горными людьми обычно плохо сказывается на судьбе человека, встретившего их. В греческом эпосе «Хан Харахчил на вороном коне с пятном на лбу», записанном от сказителя Макара Константиновича Доброва, встречается образ старика, также имеющего мифологическую основу и имеющего отношение к культу гор. В ходе сражения между Алтенхус и Харахыс появляется старик из черной скалы с наглухо закрытым входом. Он вмешивается в борьбу, помогает главным героям, одолевая их врагов. Черная скала с наглухо закрытым входом стоит. Дверь черной скалы с выступом открыта. Из черной скалы с выступом выходит, одетый в черную войлочную шубу, черным ремнем подпоясанный, в черной войлочной шляпе, в черных валенках старик с черными оспинами на лице. После победы над Харахыс и спасения таким образом богатырей, главных действующих лиц, старик приглашает их в свое жилище, черную скалу, угощает их мясом, которое никогда не заканчивается. Старик сообщает богатырям, что он также прибыл из Среднего мира, был очень сильным, но из-за его демонических мыслей и жестокости его наказали чаяны, отправив в Нижний мир. Так он был наказан за свою жестокость и бахвальство. Теперь он вынужден жить в черной скале, а также ему запрещено далеко отходить от нее. Здесь образ старика связан с пещерой, горой. Мясо у него постоянно варится и никогда не заканчивается. А не заканчивается и вода, не изнашивается одежда. Старик обращается к присутствующим богатырям с просьбой помочь ему. Говорит, если смогут остановить, задержать солнце в половине дня, тогда он сможет со светлыми мыслями покинуть Нижний мир. Многие сильнейшие богатыри пытались это сделать, но такая задача оказывалась невыполнимой. Тем не менее,
Главный герой Хан Харахчин и его соратник Хаим Хасхыл соглашаются помочь старику, но, к сожалению, также терпят поражение. Старик велит им поскорее возвращаться домой, так как близок тот момент, когда демонические мысли завладеют им, тогда он убьет богатырей. Он говорит: в новую луну со светлыми ясными мыслями предстаю, в старую луну с черным сердцем, с черными демоническими мыслями предстаю. Этот образ интересен тем, что в нем находят свое отражение особенности первобытного человеческого мышления, составляющего основу мифов. Логика бинарных оппозиций является одной из главных особенностей первобытного мышления человека, отраженного в мифологии. При восприятии мира важен принцип биполярности, то есть первобытный человек пытался осмысливать и упорядочить мир с помощью бинарных оппозиций. Например, солнце, луна, день, ночь, жизнь, смерть, свое, чужое. Таким образом, в нашем случае оппозиция проявляется в ипостасях злого, демонического начала в характере горного старика и в его доброй, светлой сущности, которые меняются в зависимости от смены дня и ночи. То есть в образе старика, днем бывшего светлым, а заходом солнца темным, очевидно наличие бинарной оппозиции, подобно тому, как прослеживаются бинарные оппозиции в славянской мифологии. В некоторых случаях, в первую очередь, это касается западнославянской мифологии. Бинарные оппозиции проявляются в именах божеств, например, Белобог и Чернобог, Жива и Мора. Таким образом, в героических сказаниях хакасов мы выделяем необычных персонажей, каменных и горных людей и проклятого божествами старика, живущего в черной пещере. Они наделяются функцией защитников и покровителей. Эти образы обнаружены нами в неопубликованных героических сказаниях, записанных от сказителей Константина Комотая Антоновича Бастаева и Макара Константиновича Доброва. Надо полагать, что образы каменных и горных людей в героических сказаниях хакасов, вероятно, возникли в силу мифологических представлений об окружающем мире и культа гор, бытовавших у древнего этноса, и получили дальнейшую художественную разработку. Интересен образ старика, который несет еще и определенную поучительную нагрузку, то есть за плохие деяния приходится расплачиваться. В образе старика, днем бывшего светлым, а заходом солнца темным, очевидно наличие бинарной оппозиции, которая проявляется в ипостасях злого, демонического начала в характере горного старика и в его доброй, светлой сущности, которые меняются в зависимости от смены дня и ночи. То есть в этом образе, опять повторюсь, прослеживаются отдельные черты первобытного мышления. Благодарю за внимание. Уважаемые участники, можете задавать вопросы. Уважаемые участники единого классного часа, посвященного героическому эпосу хакасов, мы очень рады, что вы откликнулись, что вы приняли участие, вы прослушали наши лекции. Очень надеемся, что наши лекции будут полезными для вас, заинтересуют вас. Вы знаете, где находится Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, для того, чтобы, если какие-то возникнут вопросы, интерес именно к авторному, мы всегда рады помочь вам, ответить. Очень были рады услышать. Благодарим за внимание. Спасибо. Вопросов нет. Спасибо большое. Всех поздравляем с годом эпоса.